Добрый вечер всем людям доброй воли, всех национальностей, религий, придерживающих истины и справедливости. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату всем братьям-мусульманам. Сегодня мы по вынуждению продолжаем разбирать имперские, лживые, коварные, беспокоящие ярлыки, которые все ставят наизнанку и доводят нас, кавказцев, в частности чеченцев, до злобы, можно сказать. Вот так они оскверняют реальную суть и истории нашей жизни и народа. Поэтому мы расхлебываем, разбираем, показываем эту гнусность и ложь, которая рекламируется, тиражируется всюду, как по центральным каналам, так и по всем интернет-ресурсам. Вот эту проимперскую мысль, вот эти имперские ярлыки, клише, всеми блогерами, оскверняя нас, за исключением небольших числа братьев, сторонников благородных из Казахстана, из Черкесии, в частности, некоторые из Украины, с началом вторжения России в Украину. И поддерживает особенно рьяно вот эту российскую ложь, вот эту сторону, в том числе и есть такой канал Даиф. То ли искусственный интеллект, непонятно, выдает себя то ли за черкеса, но работает против чеченского народа. Их много. Я просто исключил, давая знать. Вот они всюду твердят, разносят, обманывают людей, и посторонних, и нашу молодежь, вот этими злобными небылицами, выдуманными ярлыками своими гнусными. Якобы наш чеченский народ до 16 века жил в горах. С этого начнем. В горах жили до 16 века, но они говорят, почему, как они оказались в горах, как они покинули по принуждению свою богатую равнину, вековечную свою равнину, как и горы. Это после нашествия татаро-монгол. Бились мы с ними 20 лет. Когда кругом другие покорились, платили дань, чеченцы, как свободное общество, без князей, равноправное общество, всегда билось, особенно на Кавказе, с приходящими империями, потому что это вольное общество. Никакой князь или феодал не мог их заставить или сдаться, по примеру наших соседей. Вот они говорят, до 16 века жили в горах. Да, вот так мы покинули равнину после боев и потерь с монголами, укрепились в горах, в своих родовых святых очагах, одноименных каждого тайпа. Каждый тайп, где имеет свои сакральные, к примеру, башни, склепы, кладбища, замки одноименные, однотайповые, у каждого многих чеченских тайпов. И они туда возвращались, хотя там всегда жили люди, сохраняя эти очаги. А вот когда находила опасность исчезновения народа при подобных оккупациях империй разных, мы уходили в свою
природную крепость в горы, к своим святым очагам и святилищам. И вот когда татаро-монгол разбил такой же демон Тимур хромой, и они вынуждены были уйти с Кавказа. И вот тогда чеченцы, собравшись силами, в XVI веке начали освобождать покинутую пару веков назад свою равнину. Но эту равнину заселили оккупанты, как татаро-монголы, так и хромой Тимур, заселили платящим себе дань своих подданных, наших соседей из соседних князей на нашей равнины. И они там жились. И поддерживаем ими. Как только они покинули их, мы спускались с гор, определенно планируя по рекам, междуречье, освобождая каждое междуречье от Каспия, от Сулака и вот до западных границ, до Дарьяля, до реки Терек. Освобождали эти земли после того, как упала крыша, так скажем, этих князей и соседей. То им отдалась эта равнина, как кумыкским, кабардинским, аварским, калмыкским ханам, князьям. И вот, когда шел этот процесс чеченской реконкисты, освобождения своих земель, после падения татаро-монгол и Тимура, русские окреплись, тогда они не были русскими, это была Московия при Иване Грозном. Они сами платили дань в то время крымскому хану, казанским ханам. Но они окреплись, взяли Казанское ханство и следом Астраханское ханство. В 1557 году Московию взяла Астраханское ханство и разбила буквально на следующий год, в 1558 году, уже Московия вторглась на чеченские земли, когда шла реконкиста чеченцев, освобождая свои земли. Вторглась в 1558 году, это первая московско-чеченская война, противостояние начала, с воеводой Черемесиным в этом же году, 58-м, 16 века. Это войско было разбито чеченцами, даже трупы пропадают, говорили они, Чечня – место, где пропадают трупы. Да, пропадали мы, потому что мы люди и хоронили их. Во-первых, они тоже, хоть и враги, они люди. Второе, оберечь себя от всякой заразы трупной. Хоронили быстро. Вот так вот мы начали освобождать свою равнину от Каспии и до Дарьяльского ущелья. Дарьял, это Дарьял, Дарий шелк, Ял налог. Сам документ говорит за себя, название. Вот мы вам покажем кое-какие карты, чтобы не быть плодословным. Эти карты не печатаны чеченцами. Смотрите. Это карта 1962 года. Вот следующий. К этой карте вот снято снизу. Когда она сделана, когда она напечатана. Земли чеченцев простирались до вторжения татаро-монгол до Волга и Дона. Вот следующая карта. Это карта найдена в армянском Матадаране. Эту карту тоже не сделали не чеченцы.
Это чеченское государство до вторжения татаро-монгол. Желтым обозначена чеченская земля на Кавказе. Контролируемая чеченцами земля. До Волга и Дона. Следующая карта. Эта карта напечатана, когда мы были в высылке в Сибири. Никак не могли чеченцы ее напечатать. Уже русские, утвердившись в мысли, что чеченцы ушли в небытие и больше не вернутся, решили напечатать чеченскую карту и сказать тем самым, это бывшая чеченская земля, чеченцев нет, это теперь наша русская земля. С этим умыслом была напечатана эта карта. Но по воле Аллаха мы вернулись и живы. Альхамдулиллах. После 20 лет ожесточенных войн и бойни с татаро-монголами, как я сказал, мы ушли в горы, свои горные очаги и родные объятия. Когда, окрепшись, уже освобождали свою землю от князей, засевшихся с помощью оккупантов на наших землях, а конкретно на Чеченское равнине. Вот. И первое вторжение, когда бесследно исчезло, начались последующие. Вот я записал, чтобы не путаться в числах и в фамилиях. 1558 год, первое вторжение Черемесина. Следующее, 1578 год, поход воевода Новосельцева. Следующая экспедиция Московии, 1594 год. Поход в Чечению воеводы Хворостина. Все они разбивались. Следующий поход в 1596 году воевода Засекина. И известный поход после этого, 1604 год, поход воевода Бутурлина, разбит с помощью народов Дагестана вместе с чеченцами. И вот после этого на 100 лет, даже не 100, а 118 лет конкретно, если сказать, Московии утихла несмелость вторгаться в пределы Кавказа. И вот спустя 118 лет Москва, уже будучи русской империей, вторглась на чеченские земли. В 1722 году во главе с Петром I. А в 1721 году Петр I провозгласил новую империю и новый народ для своей империи, назвав их русскими, украв эти названия у Киевской Руси, сколотив из разношерстных народов себе имперский народец, из других народов, вятичей, кривичей, славян некоторых, сколотили и всех по сей день приписывают русским. Вот так это увеличивается этот имперский этнос под названием русские. Правда, она неприятна, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Она такая, известная уже многим людям, слава Богу. И вот как вторгся Петр I на чеченские земли, он пришел по Каспии на флоте, из Астрахани по суше шел его огромный отряд во главе с Апраксиным. Этот отряд чеченцы разбили Апраксина, где дошли эти войска до Петра I, а Петра самого сбросили ингушские, это кумыкские рассказы, есть стариков рассказы, что как чеченцы сбросили с вершины Петра I, и он спасся, и ждал 2 недели в камышах, пока его спасет флот, который должен был прибыть опять из Астрахани по Каспии. Но, тем не менее, война была жестокая на этих землях до Каспии, и Тарки был разбит, сожжен. Другие города, где жили чеченцы и совместно с немногими другими народностями. Но контролировали эти земли, как и писали русские, грузинские и другие источники, именно чеченцы до Каспии.
Вы будете говорить, что это сказки. Нет, мы не сказочники, подобно некоторым. Мы знаем свою историю, мы знаем, кто мы, и знаем своего врага. Мы не настолько смелы, чтобы враг перед Аллахом сидеть вот так вот записывать лживые разговоры, подобно вам, имперским олухам. И вот в этом 1800, буквально на второй год, Петр сразу вторгся в Чечню, как объявил свою империю. Вторгся он к нам и разорил прокаспийские и чеченские земли со своим войском. Я не помню число, но более сотни кораблей было спущено из Астрахани на Чеченскую равнину, на чеченские земли по Агарханскому заливу, вошедшие войска Петра I. И вот так вот чеченцы там были обессилены, уменьшены числом. Петр I вынужден был уйти, но кумыкские князья и некоторые другие князья, которые встречали с помпой, с подарками Петра I, просили челобитней письмами Петра I, как ваши холопы, они писали, есть документы в интернете, просим отдать нам на управление этой чеченские земли по Каспии. Многочисленными вот этими челобитными подарками, и русский император согласился отдать им эти земли, опустошенные от чеченцев. И потом переименовали эти земли в Кумыкскую плоскость. Кумыки до этого жили в районе Махачкалы и занимали большие земли. И был договор у чеченцев с кумыками, что они не перейдут реку Сулак на север, на чеченские земли. Но с помощью русских, как нас ослабили, они туда перешли и теперь назвали эту плоскость Кумыкской. Вы должны знать, что чеченцы живут на Кавказе 1000 лет, а вы, татаро-монгольские племена, как калмыки и тюркские народности, прибывшие с монголами и с Тимуром Хромым. Вот весь ваш источник на Кавказе. И не надо нам тут писать всякие ерунду, вы пишите, что курам насмех, что вот этих пришедших народов якобы какие-то земли или аулы на Кавказе. Вот что я хотел этим отметить. Затем, после этого разорения Петром I, эти прикаспийские земли очистили от чеченцев на 70-80% уже спустя 95 лет во главе с собакой Ермоловой. Кстати, Ермолов имел 3 жены от кумыкских князей. За блага они роднялись для общего блага взаимовыгоды. Есть дети генерала Ермолова от этих кумыкских женщин. Кумык сам, то есть Ермолов сам из тюркских народов, потом крещенный, выкрест, одним словом, оборотень, человека-ненавистник, кровопийца. И вот этот один вопрос о чеченских землях, как чеченцы оказались до 16 века в горах. Далее еще добавим пару пунктов из этого ряда ложных ярлыков. Они вот пишут, что чеченцам дали этот этноним, это имя, якобы русские дали отселение Чечен-Аул. Это же явная ложь опять. Во-первых, русские появились на Кавказе, в Московии сначала, а потом, как русские имперцы, появились только в XVI веке, как мы сказали в начале, во второй половине XVI века. И да, воюя, они оккупировали наши земли, дошли и до Чечен-Аула по Сунже. Стоит Чечен-Эвль. И переименовали чеченские села в юрт, в тюркское название.
Мескер Эвль, мы говорим, они написали Мескер Юрт. Дуби Эвль, чеченцы говорят, они написали Дубаюрт. Вот так вот все юрт, например, они представили вместо Эвли юрт. Чеченцы говорят Эвля, название свои. Так их десятки вот таких. И теперь они говорят, что это якобы калмыцкие или тюркские села. Как вам не стыдно? Это специально переименованные с дальним умыслом, чтобы лишить чеченцев этих земель. Это называется у них топономическая экспансия. Переименовать реки, села, города и тому подобное. Вот до прихода, ведь на Кавказе же чеченцы живут со своими соседями, они их зовут как? Слагательно по своим языковым признакам. Одни Шашан, другие Сасан, Сасайнак, Чачан, Чечен, турки. Давно звали до русских. Хотя это нам чуждое название, но мы не против, раз они так называют, народ назвал так. Наше имя Нохчи. Мы Нохчи народ. Имеем носящее имя пророка Ноя, Нуха, алейхиссалам, мир ему. И в исторических, и в дальних странах называли нас по-разному. Это нас нисколько не коробит, это ихнее право. Но наше самоназвание, как мы сказали, Нохчи. И многим ненавистен этот народ, как империи, так и их холопам, из-за того, что этот народ костью в горле стоит и стоял всем империям и в последнюю очередь Русской империи, как вольный, свободный, бесклассовый народ, неуправляемый ни князьями, ни царями, как живет весь Кавказ, да и весь мир в этом жил. Мы жили отдельно. У нас главенствовало совет старейшин, Мехкел, Мехкетшо. И это наше государственное правление. Иншаллах, мы это восстановим в будущем. Есть у нас желание восстановить свое, это наше родное. Вот так вот. Затем после этого, после Петра, я сказал, через 95 лет пришел Ермолов и очистил эти земли от самих чеченцев. После Ауховский район остался, хотя из этого района сделали несколько районов: Бабаюртовский, Новолахский, Ленина, разные названия района сделали из нашего Ауха. Аух – это слово аухай. Ау – это икра. Хуай – это добытчики икры. Вот так мы их прозвали. Они жили на Каспии, добывали икру, добывали морские ресурсы и продавали, жили на этом. От этого идет слово аух, аухай. Это я вам даю знать. Сами названия, они раскрываются нашим чеченским языком. Если их рассмотреть, как полагается, по-научному. Далее построение, скажем мы, построение Грозного. Они говорят, русский город, это русские построили. Не имеют ни совести, ни стыда. И не владеют историческими фактами те, кто это утверждают. Во-первых, Грозный построен на 23 чеченских сел, то есть на их костях. Были большие селения, у каждого большого села у нас были 3-4 маленьких хутора из этих людей. Разбросано вокруг большого села. И вот эти 23 села уничтожил Ермолов с русскими. И на этих костях построил крепость Грозную, назвав ее Грозным, чтобы напугать нас, чеченцев. Но Грозным она стала для самих них.
так как народ был грозный, если сказать, как есть. Кругом чеченцев, за исключением черкесов, они покорили и были лояльны им. И вот он начал строить крепости от Владикавказа до Реала и до Терки, до Салатави против чеченцев на чеченских землях. А потом спустили на эти чеченские земли уже при Ермолове себе лояльные народы из гор и племена разные. Поселил и против чеченцев, настроил их. И это продолжается по сей день. Вот как построен Грозный или другие крепости. Через 95 лет после кровавой бойни Петра I. На этом мы завершим. Вот раскрыли мы эти пару ярлыков. Благодарю за внимание. До свидания. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.